Майнинговая ферма на окраине Сыктывкара вместо баснословной прибыли принесла ее владельцу уголовное преследование. А все потому, что свой суперприбыльный бизнес предприниматель решил подпитывать электроэнергией в фантастических объемах, при этом не оплачивая ее. Всего за 4 месяца работы он сжег более 1 300 000 киловатт. Сколько теперь ему придется возмещать энергетикам, расскажет Иван Беричевский. Выходи, полиция! Конец мая прошлого года. Борцы с экономическими преступлениями при силовой поддержке спецназа Росгвардии заходят в бывшую производственную базу. Кругом разруха, кое-где следы начавшегося ремонта. И тут же офис компании с вполне приличной обстановкой. Что здесь делаете на базе? Работа у меня офис тут. Оборудование чье? Какое оборудование? Которое майнит биткоин-то? Ну, это какие тут нескольких людей. Оборудование что, еще раз говорю? Оборудование, часть мы покупали. Вопросы силовиков вводят директора фирмы в ступор. Видимо, он никак не ожидал увидеть на своей подпольной майнинговой ферме людей в форме. Оборудование для майнинга криптовалюты находилось в заброшенном здании на втором этаже. По краям данного здания находилось 11 стеллажей, где было расположено, кроме оборудования для майнинга криптовалюты, также модули для передачи интернет-сигнала, в том числе ноутбуки для обработки данной информации. В подчинении у предпринимателя были сторож и системный администратор. Последний не только ремонтировал оборудование, но и обрабатывал полученную информацию для майнинга криптовалюты. Интересно, что сама деятельность, связанная с майнингом криптовалют, ее покупкой и продажей в России законом не регламентируется и не запрещена. Однако криптоделец все же прятал свою ферму в заброшенном здании подальше от глаз, а учитывая характерный шум оборудования, еще и от ушей ненужных свидетелей. Что, включаем? Да? Да, включайте. Все автоматы включите. Как позже выяснилось, прятал неспроста. Он приобрел свыше 400 единиц специализированного оборудования и установил его на территории, принадлежащей ему компании. Для того, чтобы обеспечить функционирование этого оборудования и сам довольно энергозатратный процесс добычи криптовалюты, он несанкционированно подключился к электросетям. Нелегальное получение электроэнергии, основного ресурса для получения максимальной прибыли от майнинговой фермы, попадает под уголовное преследование. Незаконное подключение к высоковольтной линии, причем прямо в здании трансформаторной станции, выявили при проверке полицейские и специалисты энергетики. Это видно же, что подключение есть? Ну, я там заснял. Давай еще со светом я посвечу. Помимо предохранителей, перемычки, что ли, стоят на предохранителях вместо, да? Да. Один предохранитель стоит. Так, идет на шины 10 киловатт. Жалко было, трансформатор все-таки поставили один предохранитель. Слушай, а не имея технического образования или допуска к электроэнергии, можно вот подключиться? Или это очень опасный вид работы? Мне кажется, что квалификация все-таки должна быть на уровне. Причем кабель злоумышленники даже не стали зарывать. По подсчетам силовиков, по его жилам в чужой карман утекло более 5,5 миллионов рублей. По факту причинения имущественного ущерба путем обмана в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Расследование завершено. И хотя самого хищения предпринимателю не вменяют, тем не менее, если суд докажет вину, компенсировать убытки ему придется. Кроме штрафа, бизнесмену грозит до 5 лет лишения свободы. Иван Беричевский, Эдуард Бушуев, Олег Костромин, Роман Боровиков, телеканал Юрган.